Приветствую всех наших зрителей, всех наших слушателей. Сегодня в гостях у фонда Free Yakutia Foundation известный музыкант, певец, психолог Аял Сильверсан. Добрый вечер, добрый день, Аял. Добрый день. Добрый день. Значит, первый свой вопрос я бы задала вот по последним новостям из Якутии, которые к нам приходят, такие достаточно кринжовые новости, по поводу скандала с танцором вот, из Нигерии. Мгм. Что вы думаете вообще? Что происходит? Почему вот эти вот поборники морали, да, в кавычках, так отреагировали на него? Для меня вообще вот эта ситуация, конечно, очень непонятная, но с другой стороны предсказуемая даже в нынешних условиях. А, Но для меня вообще вот то, что произошло, неприемлемо. Для меня просто это неприемлемо. Во-первых, очень много высказываний насчет Подо- некоторых. Подождите, то, что произошло, то, что он танцевал вообще, да, такие, или то, что его, значит, захейтили? Да, в первую очередь это то, что захейтили именно, да, то, что в социальных сетях разгорелся такой, ну, я бы не сказал, что это даже обсуждение, да, либо такой призыв какой-то именно человеческий, человечный, да, это был конкретно а, откровенный хейт по отношению к человеку не титульной нации, не титульной расы, что для меня вдвойне кринжово очень. И я понимаю, что очень много людей тоже испытывали, наверное, как и я, стыд за то, что люди цеплялись за внешность, цеплялись за цвет кожи там, и так далее. Да, это очень-очень-очень стыдно. Стыдно и кринжово слышать это от своих путях. Но Мгм. я верю в то, что люди все равно есть адекватные. Их было немного в комментариях, но я думаю, что они... В основном же люди отмалчиваются сейчас, многие не комментируют. Но то, что произошло, конечно, это не красит абсолютно Якутию. Якутия, которая является многонациональной, как все говорят, и власти говорят, и народ говорят, да, что мы терпимы ко всем нациям. Нация, которая испытывает на себе ксенофобию в России, в остальной части России, ну не может так, извините меня, поступать с людьми, которые просто приехали. Да, люди нуждаются в развлечении. Да, люди разные, разного, значит, интереса, разных, скажем, нравственных каких-то устоев там, и так далее. Но это не повод лить друг на друга лейблы о том, что это извращенцы, либо там, люди с низкой нравственностью, да, там, и так далее. Это абсолютно не так. Это же фан. Это, я вот, например, как поборник здорового образа жизни, который не пьет, не курит, и то я очень сильно заступаюсь за тех людей, которые имеют возможность гулять или отдыхать вне рабочего времени в клубах. Это очень нормально. И я считаю, что эта культура должна развиваться, в том числе и такая. Почему нет? Никто не, там же не нарушал никаких нравственных норм. Это была такая, скажем так, как скажем так, это ну, такой отдых. И что тут как бы вот люди, то, что очень сильно обозлились на тех, кто участвовал, и особенно на этого а, парня, который приехал. Я думаю, что не из-за хорошей жизни приехал в Путь, да, и столкнулся с абсолютным расизмом в чистейшем виде. Это очень кринжово. И все-таки я надеюсь, что он понял, что люди из Якутии не только расисты, но есть и адекватные люди. Я думаю, что ему это писали, что его поддерживают в этом отношении. И мне бы очень хотелось, чтобы люди друг на друга не так сильно озлабливались. Вот сейчас вот любой повод да, и ну, пенсионер, я так понимаю, там написал письмо, там, Мгм. да,
Я понимаю, что их чувства, они росли в такой ортодоксальной, можно сказать, да, такой традиционной среде, где вообще, то есть даже слово секс было под запретом. То есть это настолько а, надо вот эти свои естественные сексуальные желания засунуть глубоко значит, в свое тело, чтобы они ослабливались при виде таких, ну, скажем так, раскрепощенных свободных людей. Я их тоже понимаю, но я их не понимаю в одном. Почему они берут на себя роль судей? Кто они такие, чтобы судить людей по своим каким-то внутренним, каким-то канонам? Да, они могут высказаться, фу, да, это плохо. Но чтобы переходить на личности, да вы там такие, да вы там распустились, да в Якутске там все вот такие, да и так далее. Но это уже от недалекого ума, я считаю. Как говорится, возраст не признак ума. А расскажите, пожалуйста, о себе. По себе. Это так сложно. Да, где вы Но родились, сколько вам лет? Ну, я, допустим, хочу сказать, что я вообще далека от мира шоу-бизнеса, от музыкального мира, поэтому я за творчеством якутских саха-исполнителей из Якутии вообще, ну, как бы мало слежу. Честно говорю, простите меня, пожалуйста, за это, но вот такая ситуация. Поэтому мне бы самой даже было интересно, и, может быть, тем зрителям, которые нашим тоже мало интересуются, тоже было бы интересно. ну, в общем, все началось с того, что я когда-то осознал себя, точнее осознал свои мечты, что я так хочу петь, но в глубоком моем детстве это желание, скажем так, было кринжовым. Почему? Потому что это было не очень мальчуковая деятельность, скажем так, непривлекательная, да. Поэтому я с этим желанием вплоть до 11 класса э, жил внутри себя, скажем так. И только в 11 классе, я помню, я решился на выпускном балу исполнить какую-то песню, переводит на якутский язык, это белорусская песня в то время какая-то. Я даже ну, не помню уже название этой песни. И все удивились тому, что я, оказывается, пою, что, оказывается, я увлекаюсь музыкой там, и так далее. Сейчас это норма, сейчас это прекрасно, сейчас, пожалуйста, самовыражайся, и надеюсь, так и будет. Вот. Но так как я выступаю против всяких дискриминаций, в том числе и эйджизм, да, есть такой, когда Да. людей старшего возраста, либо людей очень младшего возраста дискриминируют именно потому, ну, потому сколько им лет. Поэтому давайте я не в целях, я хочу скрыть возраст, Да, да, просто хорошо. чтобы не было. Нет, вообще абсолютно никаких вопросов. Я по этому поводу я бы не ответил на этот вопрос. А вот по, значит, творчеству я не скажу, что я был очень активным исполнителем в Якутии, но я думаю, некий такой шлейф творческости, я надеюсь, оставил. Хотя многие комментарии, когда это еще было живо, скажем так, говорили, что меня можно узнать только по тем темам, на которые я хайпую, это тема экологии, убийства животных и, и так далее. Но на самом-то деле это не так. Те, кто следит за моим творчеством, они знают, что я в этом плане очень люблю якутскую культуру, якутский язык. И несмотря на то, что некоторые, скажем так, часть людей называют меня грязнокровкой или омук сахалы, да, я лучше многих, наверное, я владею якутским языком, потому что у меня была потрясающая учительница якутского языка. А, Помню, вот, как мы изучали вот этот язык, литературу, это настолько сначала не привлекало меня. Ну, как бы я знаю, разговор я знаю. А тут ты проникаешься в эту литературу, и мало того, что ты проникаешься, а тебя еще спрашивают, как ты к этому относишься, что за мысли тебя посетили, какие ощущения. Это было настолько непривычно, и настолько это развивает дух свободы, развивает критическое мышление. Я поэтому очень благодарен именно якутскому языку, якутской литературе, что мне такое, я считаю себя абсолютно
свободным человеком в этом плане самовыражения, вообще в жизни, да, я благодарен именно якутской литературе. Потому что именно благодаря якутской литературе я умею мыслить широко, достаточно критично и не боюсь говорить правду. Мгм. Мгм. Интересно, интересно. А кто, если не секрет, это учительница якутского языка, может быть, наши э, слушатели, зрители Да, тоже конечно, обратятся к ней? одна из самых лучших учительниц в Якутии, насколько я знаю, ее очень многие знают, это Анна Федоровна, я ее обожаю. Жалко, что мы, конечно, с ней очень редко держим связь. И просто первые мои стихи, которые я писал, песенные стихи, я ей показывал, она меня консультировала. Она принимала нас всех. У нас же много, там человек 20 сидело, и у каждого есть разные мнения. И, и мы хотели высказаться. Каждый хотел высказаться по какому-то, значит, произведению. И э, даже кто-то говорил, я абсолютно не согласен с Анной Федоровной, там и так далее. И Анна Федоровна говорила, имеешь на это право, пятерка, и так далее. То есть настолько это человек действительно от Бога. И учителя, на мой взгляд, должны быть именно такого сорта, которые развивают критическое мышление, развивают свободу самовыражения, свободу мысли. Хорошо. Вы уехали из страны. Да, совершенно верно. Есть, значит, несколько, два вопроса, три вопроса, да? Когда вы поняли, что нужно уезжать? Я Да, то есть понял. почему и планируете ли вы вернуться? Это вот для фанатов, скорее всего, да, вопрос? А, уехать я хотел из страны давно-давно. Это наверное, сразу после окончания школы. У меня это ощущение возникло, потому что я не привык, скажем так, с оглядкой жить на кого-то, на законы, на гомофобные или на ксенофобские какие-то вещи, штучки, да. Я вообще с этим не смирюсь никогда. Поэтому, когда в моем окружении это считается нормой, это какая-то дискриминация, любая дискриминация. Я не люблю вообще дискриминацию любую. Несправедливость не люблю. Я всегда с этим боролся, начиная со школы, если там кто-то даже дрался там, и так далее, спорил, я всегда вмешивался в эти вещи. А, Поэтому я принял на первых двух курсах, да, на втором курсе я уже понял окончательно, что надо отсюда уезжать. Но у меня была такая сакральная такая идея фикс. Стать артистом театра эстрады. Я не знаю, почему у меня была такая идея, почему именно этого театра. Я очень хотел вернуться в Якутию после обучения. И поступал я на бюджет, то есть я не учился за счет государства получается, но за меня родители не платили, во всяком случае. И, ну, это говорит о том, что о качестве моего образования. Я еще раз благодарю своим учителям. Да. И, в общем, когда я вернулся, то есть я начал как психолог работать и вел какие-то психологические передачи на радио. Это было интересно, я не знаю, но меня приглашали на телевидение, на радио, я как психолог начал реализовываться, потом мы создали ассоциацию психологов и так далее. В общем, это совсем другая история, но я понял, что я просто так не смогу уехать в тот момент, когда я начал ездить по миру. Да, ну, достаточно много стран я поездил в своей жизни, скажем так. И я не мог решить, в какую же страну мне хочется уехать. Да? Потому что в первую очередь мне, конечно, понравилась Корея, потому что там корейская кровь там, и так далее, можно собирался. Вот. Но мне не понравилось там кое-какие вещи, которые... Ну, я очень наблюдаю за обществом, за людьми там, и так далее. Много чего не нравится, много что нравится. Я понял, что я и должен дальше искать. И я продолжил поиски, и вот буквально до последних моментов в 2020-2021 я уже осознал, куда я конкретно хочу.
Вот. И только в прошлом году я просто вот, из-за ситуации, которая возникла, естественно, я в этот же день, я помню, 24 февраля, я паковал все свои вещи в Москве, и я уже думал, что сразу в 5 часов утра это было, я уже собрал все вещи, я хотел улететь. А потом я понял, что если я улечу, то я не смогу реализовать ту мечту, тот проект, который я хотел именно реализовать, о дискриминации, ксенофобии, гомофобии и так далее, да, на английском языке. И я понял, что, ну, давай попробуем остаться максимально, насколько это возможно, чтобы была возможность, чтобы были средства для того, чтобы там, делать музыку, с музыкантами записаться и так далее. Вот. И это через какое-то время, ну, случилось, хотя я 2 месяца очень сильно депрессировал из-за этого, я почти никак не мог работать, ничего делать даже по своему творчеству. Но к августу почти все было уже готово. И вот когда, я помню, я полетел в Питер для того, чтобы сделать там съемки и так далее. И в сентябре, как раз 21 сентября я в Питере, и я слышал вот это все начало, я понимаю, что могут закрыть границы. Хотя, значит, у меня вот военники, у меня есть военник, хотя я не служил и никогда бы не служил, потому что я вообще пацифист, ну просто, не знаю, какого уровня, я просто никогда не возьму в руки оружие. И вот в военнике было написано, что я рядовой категории А абсолютно, то есть Годный. в первых рядах, в общем, да, хотя, ну, что я там сделал? Максимум, что я могу сделать, прекратите бить друг друга или убивать друг друга. Вот, страшные вещи, конечно. Но что я после этого сделал? Я сразу же отменил все, возвращаюсь сразу в Москву и собираю там свои тоже вещи. И буквально всю ночь простояв в очереди со своими документами в Москве, потому что ну, там надо было забрать такие документы. И там такой вот, там такой ажиотаж. 22 сентября, 3 часа ночи. Я прихожу в один из департаментов Москвы, и там уже около 10 человек, кстати, в 3 часа ночи, чтобы попасть на 9-часовой прием. И я попал, и в этот же день я Ага. уезжаю, мне очень повезло, ну, там билеты как-то каким-то образом появлялись, не появлялись, и, в общем, уехал вот, сразу после начала. А, значит, когда я работала в Якутске, в газете «Якутск вечерний», ну вот, да, да, я вообще культурой практически не занималась, у нас Лена Киселева занималась культурой. Вы же с ней Да, знакомы, да? И, ну, я слышала о вас, о вашей деятельности, но не интересовалась, да, извините, честно говорю. А потом, вот совсем недавно, когда я увидела вашу публикацию, одну из последних, видимо, вот об этом проекте вы говорили, да, на английском языке, который вы записывали. Кстати, вы его, наверное, записывали в России еще, да, находясь? да, да. Да-да-да, я правильно поняла. И тогда я поняла, что, ну, это, это что-то вообще, какое-то что-то, чего зря я очень пожалела, что я, будучи еще в Якутске, не была знакома с вами. Это было просто что-то прекрасное. Я просто была, честно признаюсь, очень-очень сильно, ну, не то чтобы удивлена, а так, ну, как сказать, восхищена, да, наверное, так. Скажите, пожалуйста, а почему вы записали его на английском языке? Вообще будет якутская версия? В какой-то момент я переключился почему-то на английский язык в своем творчестве. Это произошло абсолютно бессознательно. Я обычно пишу песни
буквально там в течение 10 минут максимум, да, то есть это Мгм. приходит, вот Очень мысли, и быстро. ты с текстом и с музыкой, я сажусь там за инструмент, все сочиняю быстро. И в какой-то момент я переключился. Может быть, это защитная реакция, может быть, это просто какие-то мои внутренние посылы. Не могу сказать, из-за чего, но у меня вот этот проект, он называется «Я есть», I am, да, то есть когда ты всю жизнь, скажем так, э, почти всю жизнь ты живешь очень удобным для других, то есть ты делаешь то, что другим нравится, ты абсолютно хочешь быть удобным для всех, потому что ты нуждаешься в поддержке, ты нуждаешься в общении, в одобрении этого общества, да, и какое-то время, я очень много времени на это потратил, чтобы быть правильным, правильно говорить, правильно сидеть, правильно выглядеть, да, то есть у меня это А мне еще все... нравится «Стань лучшей версией себя». Мне очень нравится прям вообще. В общем, и вот когда в какой-то момент у меня, я как психолог уже начал за собой замечать, что моя психика очень сильно напряжена. И я никак не мог уловить, из-за чего оно напрягается. А оно напрягается только в том случае, если что, происходит что-то очень неестественное для самого человека. И я понял, что вот это стремление быть удобным для society, для общества, ты, оказывается, становишься очень неудобным себе в первую очередь. Потому что ты фактически теряешь себя, ты фактически перестаешь слышать свои посылы, и те вещи, которые я когда-то делал в своем творчестве, допустим, там перепевал старые песни там и так далее, многие восхитились, многим понравилось, да, это приятно очень, но были моменты, люди, которым это не понравилось, то есть я что-то изменил, какие-то там мелизматику добавил, и это напрягало их. И я понял, что это те, кто не готовы к чему-то новому, даже в такой мелочи, скажем так, допустим, там опевание какой-то ноты чуть-чуть по-другому, чуть-чуть. Слегка, скажем, для меня слегка, может быть, чересчур для других, да. И я понял, что это люди, которые не готовы к новому, но они на это имеют право высказываться. Но когда начали высказываться насчет моей внешности, что я недостаточно выгляжу маскулина для саха, недостаточно саха выгляжу для саха, там и так далее. И в этот момент я очень, ну, меня это обидело, потому что я в школе вообще вырос с убеждением, что я истинный саха, и я не думал, что я чем-то даже отличаюсь от своих сверстников, от соседей своих, да. Оказалось, что это не так, да, то есть постоянно вот э, придирки к моему, вот, ну, наверное, подтолкнули меня к этому проекту. И этот проект мне очень ценен сейчас, то, что я вот буду петь в разных городах и в разных странах. И ну, это проект, который очень сильно выражает меня, именно мое состояние сейчас. Я не могу сказать, что для меня это что-то такое, как сказать, что-то экстраординарное. Нет, это для меня, если вот то, что там сказано, это вот абсолютно мои чувства, такие естественные, как сидеть, как спать, как дышать. Поэтому, ну, я надеюсь, что оно будет услышано. Но я вообще увидела в этом проекте вас как такого очень лирического э, героя, да, очень творческого человека с таким очень, ну, нестандартным для, сразу скажу, для республики, да, для вообще для Саха, но такого очень-очень глубокого человека. А вообще, я хотела спросить, много ли адекватных людей у вас среди подписчиков, ну, в том же самом Инстаграм? Были ли после этого проекта отписки? Отписок было очень много. Как только я выставил первые фотографии, которые, в принципе, мне не понравились, но сказал, и такой я тоже пусть будет. Да? То есть там Ага. мне определенные там какие-то вещи не понравились. Ну, ладно, пусть это будет. И это было неудобным,
для кого-то. И они начали отписываться. Слава богу, у меня появилась давно уже такая привычка, если кто-то негативит по отношению ко мне, я раньше вот отвечал, да вы что там, по закону вы будете отвечать. Сейчас я этого не делаю, я просто блокирую и все. Это такая милота в этом плане, что это так нравится, ты просто нажимаешь кнопку, и человека как бы уже нету для тебя. Но я надеюсь когда-нибудь их разблокировать. То есть я не хочу ставить крест на тех людях, которые очень Ага. неадекватны. Вот, да, отписок было много, но очень и прибавилось. То есть я думаю, что и будут прибавляться. Но как бы я для себя, знаете, что я решил? Я решил, что я буду удобен прежде всего для себя. Мне не хочется уже быть удобным для других. Я не буду делать какие-то маркетинговые вещи, то, что нравится, казалось, кажется, мне нравится там публике там и так далее. Нет. Если это цепляет, пусть цепляет. Если не цепляет, ну, пусть не цепляет. Ради Бога. Мгм. Мгм. Интересная позиция по поводу бывшей своей работы, газеты, упоминала Лену Киселеву, а вообще отношения с коллегами из Якутии по музыкальному цеху, да, ну, там, и с другими, тоже с журналистами, с теми же самыми. Они остались, поддерживаются или нет? Нет, практически нет. Но те СМИ, которые меня, казалось бы, поддерживали, м, я думаю, что причина, ну, во всяком случае, издалека сейчас, я уже с течением времени, я вижу, что это все-таки в целях сохранения, скажем так, статуса кво, может быть, мы перестали сотрудничать. И, но это такое одностороннее решение, по крайней мере, со стороны меня это было, да, а они это восприняли а, как некую, может быть, высокомерность или такую, а, не знаю, ну как-то по-другому восприняли, чем я воспринимал, потому что я сам себя защищал, сам себя везде позиционировал и был всегда один и есть один, то есть я всегда со своим мнением, кому-то не нравится, кому-то нравится, но я всегда один с этим. И те СМИ, которые а, когда-то меня публиковали, а сейчас а, они не могут чисто по закону, потому что все мои посты, все мои изречения, которые я сейчас делаю, подпадают под несколько уголовных дел, я так понимаю. И поэтому у них нет возможности меня как-то даже косвенно. а, Я вообще как бы с этим по этому поводу не страдаю. Я думаю, Мгм. что это дело совести, это первое, что каждый делает свою работу в тех условиях, в которых они находятся. И не хочу осуждать никого, потому что все равно главная цель, наверное, каждого человека – это выжить, но не потеряем ли мы себя после этого? Я не готов потерять себя. Ну, да, выживая, они же, вот как вы говорите, терять себя, они теряют лицо свое. Да. А где же совесть? Да? Я всегда задаюсь этим вопросом, а была ли она у них изначально, или они Может быть. подстраиваться под ситуацию? Может быть и не было, но может быть и у меня не было совести, потому что не хочу никого судить, и себя в том числе прежде всего. Мы поступали, наверное, так, как считаем нужным, и поступаем сейчас как нужным. Но сейчас я могу говорить, что у меня есть принципы, через которые я ну, не переступлю. Эти принципы настолько сильны во мне, то есть я ничего не боюсь в этом плане. То есть если раньше я жился, ой, а если я вот так сделаю, а как они отреагируют? А вдруг у меня там вот это вот какая-то ответка придет там и так далее. Вообще Занимались нет. самоцензурой. Самоцензурой занимались. Абсолютно чистейшей воды самоцензура. Сейчас этой самоцензуры нету, я от этого вылечился. Скажем так, Ага. есть цензура какая-то психологическая, чисто для себя, а другой нет. Так.
понятно. Очень позицию вашу разделяю. И тоже хочу сказать, что я за то, чтобы вообще не бояться. Потому что все эти страхи, они у нас на самом деле в голове, и власть этими страхами кормится. И в итоге они делают с нами то, что они хотят делать, к сожалению. А, Аял, я вот хотела задать вопрос по ЛГБТ-сообществу. Оно вообще в республике большое? Насколько вот я могу, да, я вообще, живя в республике, часто сталкивалась, но, по крайней мере, потому что я, видимо, работала, да, в такой среде журналистской. Тот же самый Юрий Городецкий, не к ночи будет упомянутый, да, Валерий Шадрин, насколько я могу вспомнить, Ирина, по-моему, Елизарова, да, тоже относилась к сообществу. Вот, насколько оно большое. Василий Афанасьев, да, и, по-моему, однажды когда-то, 17-й год или что, когда был гей-парад в одной из европейских стран, он говорил о том, что, я не знаю, насколько это правда, но я читала, он говорил о том, что его участие там спонсировал кто-то из правительства, то есть тоже из тех, кто принадлежит сообществу, да, как-то даже пытались, по-моему, даже Айсена Николаева приписать, да, когда вот это вот скандал был с головой, с ирокезом, который поставили на территории Триумфа, тоже писали, что он поддерживает сообщество. Вообще оно большое? Ну, я не скажу, насколько оно большое, потому что, знаете как говорят же, рыбака видит издалека, но в моем случае это, наверное, не работает, потому что я достаточно веду такой, ну, закрытый, у меня есть очень ограниченное количество людей, с которыми я общаюсь, и в основном это люди, которые вне Якутии, вообще никак не связаны с Якутией, да. Вот. Те вещи, которых я знаю в Якутии, по крайней мере, ну, э, посмотрим давайте на статистику Google. Мгм. Там уже говорится о том, что Якутия занимает одно из первых мест, первое либо второе место, значит, по запросам гей-порно почему-то, да, Мгм. в России. Это говорит о многом, я считаю. И эта проблема очень... Это не только проблема принятия вообще факта того, что ЛГБТ-сообщество есть, а, оно больше связано с трагедиями, которые случаются на фоне того, что общество игнорирует, что есть такие люди. И это очень-очень большая проблема. Потому что, насколько я знаю, через знакомых, да, которые мне много чего рассказывают. Я вообще люблю слушать истории жизни людей. Я вообще люблю наблюдать за жизнью, за людьми. И мне очень приятно слышать, когда в каких-то деревнях, очень таких далеких от центра, живут вместе две женщины, и все об этом знают, и, э, и все принимают, и никто никого не осуждает. Вот это и есть жизнь, это и есть люди, потому что как бы тут там нету никакой агрессии, там нету озлобленности, потому что все понимают, что это адекватные люди, а, такие же абсолютно, имеющие такие же права, но почему-то у нас в Якутии считается, что все-таки женский гомосексуализм более такой терпимый, скажем так, чем мужской. Это, конечно, чистая правда, это так. И парням, насколько я знаю, живется, по мне даже, если судить, это, конечно же, очень, очень сложно и трагично, и травматично для ментального здоровья. Потому что об этом нужно говорить, и, ну, как сказать, эта проблема проистекает, я думаю, что не с того момента, когда западные, скажем так, ценности появились. Абсолютно это не так. Почитайте Олон Хо, почитайте очень хорошие произведения очень известных якутских авторов и те же шаманы. Почитайте субкультуру вот эту.
почему они считаются в некоторых культурах, субкультурах бесполыми людьми, почему они надевали женское там и так далее. Но очень много вещей, которые мы не хотим принимать. Те вещи, которые даже страшно об этом говорить. Но это не страшно, ребята, это и есть жизнь. Вы как бы говорите это, допустим, гомофобные фразы, да, там, ой, вот эти там, вот и собрались там, что им не мнется, почему им там парады нужны там и так далее. Потому что они хотят быть видимыми, как и обычные люди. Это не говорит о том, что они хотят целоваться, либо и так далее. Нет, они просто хотят быть собой, не стыдясь, не жить с оглядкой на общество. Они просто хотят быть теми, кем они хотят. И я считаю, что они имеют на это полное право. И общество абсолютно не должно, человечное общество, новое цивилизованное общество вообще не должно даже зацикливаться на этом. Да вообще, как она там, вот эта наша великая актриса, говорила, все-таки человеку дано свое тело, и человек должен сам распоряжаться своим телом. Естественно, я не говорю о тех вещах, которые выходят за рамки вообще там приличия, морали там и так далее. Я не говорю про отклонения, да, психические, сексуальные там извращенные. Если взять, допустим, что якутское общество такое гомофобное, да, я думаю, что в глубине души это не так. Во-первых, якутская культура предполагает быть очень человечным и добрым и спасать абсолютно ну, всех людей, которые в этом нуждаются. Но те вещи, которые транслируются властью, но разберитесь, пожалуйста, с теми женатыми геями, которые живут, скрывая все от своих жен, от своих детей, обманывая всех вокруг, и это все знают и делают вид, что никто ничего не знает. Уж, поверьте, если вы узнаете эти имена, вы очень-очень сильно удивитесь. Да, кстати, вот по поводу ментального здоровья, да, очень многие, я знаю, такие примеры, мужчины спиваются, да, потому что они понимают, что общество их ориентацию не примет. Они спиваются, некоторые болеют неизлечимыми болезнями. Это все-таки на фоне, видимо, таких психологических проблем. Люди, которые относят себя внутренне, да, считают себя геями, являются геями, которые не могут об этом говорить. Они испытывают, да, вплоть до таких болезней неизлечимых. Это, конечно, очень ужасно. А между тем, я знаю пару, прямо в Якутске, они живут, женщины достаточно известные, живут, и общество тоже никак к ним отрицательно не относится. К вопросу о том, что лесбиянки, к лесбиянкам более терпимо относятся, чем к мужским парам. Кстати, вот читала я Обожаю тоже. лесбиянок, вот просто с ними вообще классно дружить, общаться. Да, Да, но мы не будем говорить о таких агрессивных проявлениях, да, да. когда геи ведут себя не как люди нормальные. Бывает же и такое, да. Вот у меня еще, кстати, такой вопрос по поводу оскорблений. А вам часто приходилось сталкиваться с ненавистью, с оскорблениями такими открытыми в свой адрес? Ну, в моем окружении таких людей, во-первых, нету. Я не держу таких людей, пусть они уходят, как говорится, лесом. В моем окружении достаточно воспитанные и широко, значит, видящие, скажем так, люди, поэтому с реальной агрессией я встречался только в студенчестве, скажем так, с которой была абсолютно неадекватной, вплоть до избиения там и так далее. Но я думаю, там и была намешана и ксенофобия, и гомофобия в том числе. Ну, словесные оскорбления, знаете, это норма вещей, потому что в России общаются матом. Мат, как бы, знаете, что он
отделился и стал языком, другим языком, и это ужасно на самом-то деле, потому что, ну, я за чистоту речи, скажем так. Вот. А то, что значит, сталкивался. Я думаю, что многие сталкиваются с этим. Просто сейчас я еще, ну, конкретно, если сказать, с прошлого года я активно вливаюсь в ЛГБТ-активизм, знакомлюсь с активистами, да, и вообще знакомлюсь с людьми, у которых есть проблемы с этим. И, знаете, я хочу сейчас рассказать одну историю, которая ну, вот просто повергла в шок, и меня трясло после этого. Я не смог даже, ну, усидеть на месте, потом мне надо было выйти, я очень на эмоциях был после этого. Я был на встрече ЛГБТ-сообществе на Дальнем Востоке, и, значит, со мной рядом сидела такая девушка, юная девушка, такая привлекательная, скромная, такая нежная, ну, в общем, девушка-девушка. И, в общем, сидит и особо ничего не говорит. И когда попросили ее сказать, представиться и так далее, и она сказала вот такую речь. До 12 лет я рос как мальчик. В 12 лет, как только начались гормональные изменения, его тело тогда еще начало превращаться в женское тело. Мгм. То есть выросли груди, растительности не было, бедра появились, там, ну, все по женскому типу. Кожа вся вот, ну, по женскому типу. И в этот момент его начали лечить. Естественно, ходили по всем докторам, психиатрам, эндокринологам, все ссылались на гормональный сбой, пичкали лекарствами. Все это сыграло, конечно, естественно, на ментальное здоровье. И он говорит, что я не знаю, как себя идентифицировать, потому что я до 12 лет был мальчиком, а после 12 лет мое тело превратилось в женщину, и я не могу сказать, кто я. Мне страшно выходить на улицу, мне страшно вообще общаться, у меня нет друзей, этот человек говорит, это очень страшно. И как общество будет защищать таких людей? Почему общество страшным образом стигматизирует их? Это же тот человек, который не выбирал абсолютно ну, свое тело, это однозначно, и свою ориентацию точно. И мне очень больно, мы, ну, редко, но метко мы общаемся сейчас, но как помочь? Как помочь тому человеку, который нуждается в принятии в обществе? Прежде всего родители. Родители отказались от человека. Это очень страшно. И, и ты не знаешь, вот как с этим быть. И хочется спросить у такого очень высокоразвитого общества, а если это случится с вашими детьми, с вашими родными, тетями, с соседями, как вы на это отнесетесь? Вы закрепите также лейбл извращенцев там и так далее? Абсолютно, я думаю, что да. А, Хотя многие ЛГБТ, они очень чувствительны, добры, придерживаются здорового образа жизни, моногамны. Моногамны намного более, чем даже традиционные семьи, которые изменяют своим женам или мужьям там и так далее. Разберитесь, пожалуйста, сами у себя вначале, а потом лезьте в постель к другим. Хотя этого делать не нужно, и это частная территория. Поэтому я очень сильно призываю людей быть а, предельно чувствительны и стараться увидеть людей прежде всего, личности. Вот вы работаете с кем-то, вот присмотритесь, не страдает ли этот человек от того, что вы там гомофобные или ксенофобские шуточки э, распускаете? По-любому страдает. Но вы этого не видите, этот человек никогда не покажет. А покажет он даже перед собой, даже, наверное, страшно показать. И этот человек закроется через 3 шкафа и, может быть, поплачет, и в понедельник выйдет на работу совершенно трезвым, и также будет делать вид, что он очень удобен для всех.
Это большая личная трагедия. Поэтому я ни в коем случае не хочу ставить лейблы, но те люди, которые употребляют алкоголь, особенно женатые мужья, э, каждую пятницу и отлучаются, скажем так, на сутки, часа, в обед, может быть, присмотритесь к ним. Вот нравственные нормы. Я считаю, если ты женился, если вы создали семью, так будь добр, честен до конца. По крайней мере, ЛГБТ-персоны, они честны перед обществом, они ни перед кем ну, не изображают тех людей, которыми не являются. Они смотрят правде в глаза. Поэтому я считаю, что их надо уважать, их надо принимать. Почему я говорю их? Нас надо принимать. Мы будем, и я буду, несмотря на то, что я буду неудобен для вас, но, знаете, мне как-то по барабану. Я все равно буду. Да. Вот. Ну да, я всегда говорю, что мы с мужем вот, всегда говорим, что а, радуга, да, радужный флаг – это не только флаг ЛГБТ-сообщества, это флаг вообще всех свободных людей, это флаг тех, кто борется за свои права. Абсолютно, да. Да, а как вы относитесь ну, да, закону, к закону о гей-пропаганде? Вот. Почему вообще власти делают такой акцент на традиционных, так скажем, ценностей, да? Во-первых, надо сплотить народ, а народ у нас думать не хочет, да, народ у нас не владеет критическим мышлением. За что зацепить? За самые низменные вещи. Потребность в семье, потребность в общении, сексуальные потребности – это очень самые базовые потребности в психологии. Ам, Поэтому и это первое, да, то есть большее количество людей захватим, как говорится. И Ну, второе – это способ управления, потому что очень много таких скрытых ЛГБТ-персон, которые абсолютно почему-то ненавистски относятся к открытым ЛГБТ-персонам, видать, боятся, что они, что, из зависти, да, из что кто-то зависти, свободен, а да, они нет. и вот я думаю, что это для манипулирования, потому что вся власть построена на компроматах. Я так считаю, что очень много людей, которые зависят от того, чтобы, вот, скажем так, нетрадиционное сексуальное поведение считалось не нормой. Да? И когда она не норма, людьми легче манипулировать. Те же, ну, я не буду говорить сейчас, аутингом я заниматься не буду, но Мгм, все знают. И у кого, кто очень послушен, мгм, скажем так, верхушки, значит, на него есть компромат. И, скорее всего, этот компромат очень личного характера. мгм. Понятно. И вот еще такой вопрос. Поскольку вы вот это очень творческий человек, я уже говорила, да, ранее, что я считаю вас вот вообще таким лирическим героем, да? И вы, да, тоже говорили о том, что вы находились какое-то время после 24 февраля в депрессии. Вообще, что для вас, что это вообще? Как вы ее воспринимаете? Что это такое? Для меня война началась давным-давно, когда я просто начал интересоваться политикой, и так как она вошла в мою жизнь очень бесцеремонно, скажем так, потому что я начал ездить, и я видел, как россияне, значит, преподносят себя. Видел мои ограничения, потому что мне надо было делать кучу виз, чтобы попасть в страны, где, в принципе, можно было бы и без виз ездить, да, там и так далее. И я начал интересоваться. Война была всегда. Я всегда рассказываю эту историю, что после окончания Второй мировой войны на Земле мир длился всего лишь 28 дней. Дней. И после этого опять начались войны. И до сегодняшнего дня. Поэтому война для меня началась давно. И что касается Ирака, Сирии, и Ближнего Востока, и в Африке до сих пор идут войны. Но то, что произошло в 2014 году,
когда все кричали «Ура, ура, ура, наконец-то Крым наш, это страшное дело». Я всем говорил: вы что? Вы почему не видите, что это вот страшная трагедия, и мы за это будем очень сильно платить? И тогда мне говорили, что я негативщик, что я пессимист там и так далее. Ну, посмотрите, к чему сейчас пришли. Это самая дичайшая дичь. Я думаю, что это ну, открытая война. Война даже мне очень жаль в этом плане украинцев, потому что и одновременно горд за них, за то, что они отстаивают всю, вот, всю человечность, права человека, а, перед лицом вот абсолютно дичайшего беззакония. Казалось бы, законы принимают для того, чтобы... У нас время закончилось, да? Да. У нас, в общем, законы принимают, а они фактически не работают, не защищают никого. Поэтому это война такого беззакония с правами человека. Я так это воспринимаю, ну, скажем так, с моей творческой, может быть, позиции. И то, что случилось и случается сейчас, это то, что изменит весь мир. И я считаю, что украинцы в этом плане, они сделают очень большой вклад в будущее всего мира. Я это не голословно говорю, я это вижу, потому что я верю в победу украинцев, естественно. Я верю, не то что верю, я это знаю. По-другому быть не может просто. И те люди, которые вынуждены, скажем так, вынуждены сейчас, как они говорят, России и поддерживать эту войну, все равно это дело совести, я считаю. Я все-таки спрашивала вас о вашем эмоциональном состоянии. Сейчас, Все-таки. Мгм. относительно сейчас я эмоционально чуть-чуть остыл, потому что у меня уже нету ресурсов вовлекаться эмоционально в это. Я сейчас, скажем так, ищу возможности жить в этих очень сложных условиях. Хотя я привык ездить и ездить в таких достаточно сумбурных поездках, я привык к этому, да, таких минимальными удобствами, скажем так. Но просто на фоне вот того, что сейчас творится, конечно, это эмоционально тяжело в первую очередь. Не физически даже, а эмоционально тяжело. И мне очень хочется поддержать всех уязвимых групп, уязвимых людей. И поэтому я активно вливаюсь в те процессы, которые происходят там. И так как психолог, я иногда консультирую тех людей, которые нуждаются в этом абсолютно бесплатно. И пытаюсь заниматься творчеством, так как меня это вдохновляет и придает силы. Но как говорится, так как тема, скажем так, не очень безопасна для стран, особенно СНГ, пока это с трудом. Но мне именно хочется выступать именно в тех странах, где эта тема очень актуальна и действительно может чем-то помочь, хотя бы эмоционально, психологически. Мгм. А, Я вообще, да, разделяю позицию. Тоже очень тяжело восприняли. Мы с семьей тоже уехали после Крыма сразу, приняли решение после Крыма. Молодцы. Вот, уехали позже. И когда началась фактическая война уже, да, когда 24 февраля наступило, очень долго приходили мы в себя. Я, по крайней мере. До сих пор иногда у меня, значит, бывают такие очень эмоциональные моменты в жизни. Ну вот такой тогда вопрос. Сейчас не обо мне, а вопрос такой. Как вы думаете, что будет с Россией после войны? Я на этот вопрос
мне бы очень хотелось ответить по-другому, конечно, да, но вот я очень доверяю интуиции своей, и она мне говорит, что ее не будет. И если честно, я этому даже рад, потому что то, что творится внутри России, игнорирование абсолютно прав человека, игнорирование прав уязвимой группы, в том числе и ярко выраженной, нормированной ксенофобии. России есть ксенофобия. Не только в центральной части России, но и даже в национальных регионах. И об этом нужно говорить. И вот пример вот с Якутией, то, что произошло вот недавно, да, это тоже говорит о том, что национализм есть, и он очень дичайше нормирован, и люди убеждены в том, что они правы. Это самое ужасное. И хочется, конечно, закрыться и обозвать их расистами и закрыться. Но вот если эмоция отложить и нужно говорить, нужно разговаривать, нужно общаться. И Мгм. даже с теми людьми, с которыми ты абсолютно не согласен. Поэтому я призываю тех людей, которые со мной не согласны, услышать меня. Ну, вы это услышите, но и услышать гораздо глубже, да, то есть не в том, что я вас обвиняю, я готов услышать вашу позицию. Я даже понимаю эту позицию, почему так произошло, что вы так воспринимаете других людей абсолютно неадекватно. И я знаю психологический корень, почему вы так относитесь. И я готов помочь, если вы захотите этого. Да, так что призываю обращаться всех, кто чувствует какие-то внутренние проблемы, кто хочет высказаться. Призываю обращаться к Аялу Сильверсану. Есть страница в Инстаграм у Аяла, да? Да, можно будет туда писать, да? Да, пожалуйста, Тогда, пишите. да, да, да. Тогда в описании к видео я дам вашу страничку. Есть ли, ну, я, конечно, понимаю, какой, предполагаю, какой будет ответ. Есть ли у нашей республики Саха шанс стать свободной? Конечно, есть, безусловно. И я вижу это в людях, которые, к сожалению, большая часть уехала. Это самая активная и самая идейно очень сильная часть уехала. И с одной стороны хорошо, потому что они будут реализовываться в других странах, но при этом они не потеряют корни, потому что корни невозможно потерять. И э, и я думаю, что именно те люди, которые уехали, они сделают почву для того, чтобы Якутия была свободной. Свободная от ксенофобии, от гомофобии, от расизма, от имперскости, которая тоже, к сожалению, есть. И она звучит, к сожалению, и в селах, и в городах, в клубах, да, то есть люди ну, как бы, как сказать, они не видят за речевками определенными глубочайший смысл. На самом-то деле это очень опасные игры, во что сейчас пытаются играть, манипулируя культурой, в том числе, да, традиционной культурой там, и так далее. Она должна быть культура, но она не должна бы ущемлять права людей. Права людьми должны быть не тронуты, абсолютно незыблемы. То есть это вот права человека, право выбора культуры, право выбора самовыражения, право выбора, я не знаю, средств самовыражения там, и так далее, мысли, Религии. религии там, и так далее. Это должно быть очень свободно. Якутская культура в этом плане, она очень самодостаточна и имеет очень большую перспективу. Почему? Потому что в корне ее стоит вот такая фраза «Беги, айлголоровод», то есть мы дети природы. Мгм. А что такое природа? Это вся планета. Там нету искусственно разделенных стран. Для меня вообще есть планета и есть искусственно разделенные границы, словно искусственно разделенные. Поэтому если брать за основу вот такие вещи, очень простые, но очень-очень-очень глубоко, значит, с большой перспективой идущие, мне кажется, Якутия может стать тем регионом, в котором
То есть природа и права человека сольются во что-то единое. Я такой, конечно, идеализатор, но мне хочется в это верить. Но вы такой глобалист. Да, я Глобалист. глобалист. Конечно, да. Да. А, Вы знаете, я хотела спросить о ваших планах, если вы готовы об этом говорить. Да, Какие у но вас дальнейшие планы творческие? Да, творческие планы, я открыто об этом говорю. Я хочу сейчас продвинуть вот этот проект, потому что об этом должны знать. Я открыто рассказываю там о своей жизни. Начиная там с детства, как я, ну, как мы не выбираем, мы же не выбираем культуру, мы не выбираем страну, мы не выбираем пол, мы не выбираем цвет глаз, кожу и так далее. Я об этом открыто говорю и рассказываю про те вещи, которые повлияли на меня очень сильно. А, И я пришел к тому, что у меня очень большая обида на, на тех людей, которые показали пример, каким не надо быть человеком. То есть, цепляясь за мою внешность, недостаточно маскулинную, как они говорят. Так, по-моему, вы очень прекрасно выглядите. Да, спасибо. И, в общем, потом еще недостаточно, значит, саха, значит, в Центральной России я недостаточно русский, чтобы быть россиянином. Да, А, да. То есть везде я чужой. И я к этой чужести я настолько привык, что, ну, жить в других странах, как я сейчас делаю, да, то есть там пожил, тут пожил, мне очень комфортно. Я уже привык к этому. Что касается планов, все, наверное, ну, не имеют возможности планировать сейчас в долгосрочной перспективе, но в творческом плане это ближайшие выступления у меня должны быть. В Грузии я выступлю, как только, и я обязательно анонс делаю, да, они сообщат мне, ну, буквально, я думаю, что это случится в ближайшее время. После этого я планирую выступить тоже в некоторых странах СНГ, но уже я думаю, что это будет, скажем так, под защитой международной организации, потому что я понимаю, что это может быть, ладно, для меня опасно, это ладно, а вот для зрителей, чтобы не было опасно, вот я об этом думаю, чтобы не было последствий. Потому что я об этом, ну, открыто же говорю, о гомофобии, о ксенофобии. Это достаточно такие запретные, скажем, темы, но очень злободневные. Ну, просто они нуждаются в этом. Этот прыщ надо раскрыть, скажем так. Очень, очень хорошая, кстати, аналогия, да, что прыщ надо раскрыть. Да. Э, Вы знаете, вот еще хотела бы спросить про запреты концертов. Вы, наверное, слышали, да, что в Казахстане запретили концерт Валентины Романовой «Чискарай» и еще одной исполнительницы из республики. Как вы к этому относитесь? А, Она записывала отдельное потом видео, где говорила, что она против войны. Ну, почему, я так поняла, закрыли, да, запретили, то есть, да, потому что они участвовали в каком-то концерте, который поддерживает сепаратистов из СВО. ЛНР, Да. ДНР. Ну, что или СВО, да, что-то так. Ну, я с коллегами, конечно же, там был какой-то вопрос же был насчет коллег, как я с коллегами общаюсь там и так далее. С Да. коллегами я в большинстве случаев, если общаюсь, то очень редко, но я с ними очень позитивно общаюсь, очень тесно в плане, в творческом плане, не в личном плане, потому что, ну, у меня свой, наверное, круг больше. Мгм, мгм. А, Но что касается вот тех людей, которые, значит, поддерживают убийство людей, ну как может музыка, как может человек, занимающийся творчеством, это созидательная же профессия, Да. поддерживать убийство людей. Это хоть как смотри, все равно это убийство людей. И это просто, ну, не может быть не без последствий. Поэтому я считаю, те люди, это, во-первых, это признаки демократии. Если кого-то запрещают
за участие в каких-то, значит, античеловечных мероприятиях. Я считаю, что это даже ну, очень даже норма для современного демократического общества. А то, что артисты потом говорят, к сожалению, что они не знали, либо, ну как это, мы же детей там поддерживали там и так далее. Я с ними общался а, кое-какое-то время, наверное, да, но все они с теми, по крайней мере, с кем я общался, они клялись, что они никогда не будут выступать за войну. Они всегда были за мир. Но по факту оказалось, что это не так. И в этой части я чувствую себя тоже обманутым, потому что я, во-первых, не знал, что запретили это. Ну, вот мне друзья отправили уже постфактум, когда уже Мгм. все это случилось. И я не знал, как на это реагировать, потому что я подумал, ну как это, я еще хотел защитить, а потом я увидел, что, оказывается, реально люди участвовали в этих вещах. И этих концертов очень много. Я думаю, что одними этими артистами дело не встанет. Я думаю, что их гораздо больше. И вообще, на самом-то деле, это очень большая трагедия не для артистов. Артисты, знаете, они сделают все, чтобы адаптироваться и быть нужными. Это большая трагедия для культуры и для народа. Вот в чем дело. Потому что артисты же, они не просто артисты сами по себе, они представляют большую культуру, они представляют огромное число своих слушателей. Да. И я думаю, что слушатели в первую очередь были разочарованы, и их предали в первую очередь, да, потому что по факту все равно человек является тем, что он делает, а не то, что говорит. Поэтому те артисты, которые хоть как-то переступали черту насилия, а когда ты поешь за насилие, это и есть насилие, я думаю, что мне не хочется говорить и общаться с такими людьми. Мне хочется общаться с людьми, которые за мир и за доброту, за человечность, которые не думают только о деньгах. Спасибо, спасибо. Я придерживаюсь тоже такой же позиции. Ну, я как человек такой не творческий. Я, конечно, так, погрубее могу выразиться, простите меня. Ладно. Скажите, пожалуйста, что-нибудь вот Есть, да. своим поклонникам. Да, мы сейчас уже Вот. скоро будем заканчивать, да, мы уже час говорим. Да, да, конечно, да. Мгм. Во-первых, спасибо, что вы есть. А, Вы являете меня в мир. То есть благодаря вам мне хочется выражаться. Не выражаться матами, как некоторые, а самовыражаться через музыку и через какие-то мои посылы, которые я не могу просто молчать по этому поводу. Спасибо, что вы поддерживаете. Многие, кстати, меня поддерживают кулуарно. Не скажу, кто это, но официальные лица тоже меня поддерживают морально в этом плане. Но они не могут это делать публично. Но есть люди. Люди есть везде. И мне очень приятно, что даже абсолютно незнакомые мне люди, но работающие, скажем так, ну, на бюджете. Мне не нравится слово на государство, конечно, да, но, может быть, и у них выбора нету, я не хочу осуждать, но они пишут, я не реагирую на это. То есть они пишут, мы поддерживаем полностью, мы солидарны там и так далее. Ну, что мне писать? Ну, что я с этим сделаю? Ну, мне приятно, чисто, что, по крайней мере, люди честны перед собой, и они пытаются что-то делать, хотя бы высказываться вот так, втихаря, скажем так. Но сделайте это публично. Публично заявите, и вы станете героем. А, Спасибо вам большое, Аял, за то, что вы нашли время пообщаться с нами. Хочу спасибо вам еще раз сказать за то, что вы такой политически активный. Нас ждет очень насыщенный 2023 год. Я надеюсь, что мы с вами еще будем встречаться, будем разговаривать, темы для разговоров у нас будут. И хочу пожелать вам э, творческих успехов,
творческих успехов и, наверное, сил внутренних. Вот, спасибо вам большое, спасибо нашим зрителям, которые нас сегодня смотрят. Подписывайтесь, пожалуйста, на инстаграм-страницу Аяла Сильверсана, в описании она будет. Делитесь этим видео, подписывайтесь на наш канал. Вот, и если еще говорить о странице Аяла в инстаграм, всем тем, кто, повторю, всем тем, кто чувствует потребность высказаться и не может сделать этого открыто, всем тем, кто чувствует какие-то, может быть, психологические проблемы, связанные с нынешней ситуацией, ну и вообще в жизни. Пожалуйста, предлагаю обращаться к Аялу Сильверсану как к психологу практикующему. Вот. Ну и, конечно же, смотрите его творчество, очень творческий, очень-очень замечательный просто талантлив исполнитель, композитор, ну и просто хороший человек. Спасибо вам большое. До свидания всем.